Как исправить кадастровую стоимость и вообще, что это за понятие? Поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Рустем Саидгалин, начальник отдела учреждения государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация. Рустем Азаматович, здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос вообще, что такое кадастровая стоимость? Потому что многие, может быть, и слышали, но окончательно, вот именно точного определения этому понятию и не знают. Ну, вообще, согласно закону, да, кадастровая стоимость – это вот комплекс мероприятий, которые направлены на установление стоимости, которые проводятся в соответствии с законом о государственной кадастровой оценке, с методическими указаниями и определяется, используется для цели налогообложения и для иных целей, предусмотренных законом. Вот. То есть кадастровая стоимость – это фактически именно стоимость объекта недвижимости? По сути дела, да. Кадастровая стоимость, она вот определяется для объектов недвижимости и в дальнейшем используется для того, чтобы исчислять налоги, ну и для других целей, которые предусмотрены законом. То есть, соответственно, когда мы выясняем кадастровую стоимость недвижимости, то мы сразу понимаем, для чего она. Либо это жилой какой-то комплекс, либо это промышленный и так далее. Это мы правильно мыслим сейчас, когда мы так говорим? Ну, здесь надо сказать о том, что кадастровая стоимость определяется в зависимости от того, чем является объект недвижимости. То есть это земельный участок там, или коммерческое здание, или жилое помещение. В зависимости от того, каким является объект, у него стоимость определяется в зависимости от этого. Так хотел бы я сказать. А какие еще нюансы есть для определения кадастровой стоимости? Ну, в первую очередь, кадастровая стоимость, она, конечно, зависит от... Вообще, стоимость зависит от местоположения. То есть, где расположен объект, первое. Это характеристика, которая больше всего влияет от местоположения. По аналогии с рыночной стоимостью. И далее, конечно... На стоимость влияют все те факторы, которые указаны, на кадастровую стоимость влияют те факторы, которые указаны в едином государственном реестре объектов недвижимости. То есть, по сути дела, все объекты, которые у нас вот вокруг есть, если они законным образом построены, они зарегистрированы и внесены в реестр. Те характеристики, которые у этих объектов есть, они используются как раз для определения кадастровой стоимости. Ну, скажем, какие характеристики? Это этажность, материал стен. То есть такие вот характеристики как раз вот и влияют на стоимость объекта недвижимости в том числе. Если говорить, что такое есть такое понятие, как декларация о характеристиках объекта. Вот что это за понятие именно и для чего оно нужно, для чего нужна декларация? Здесь декларация имеется в виду, что для того, чтобы кадастровая стоимость объекта недвижимости определялась корректно, собственники, правообладатели объектов недвижимости могут подать в нашу организацию, в наше учреждение декларацию. В декларации они могут указать те характеристики, которые, скажем, на самом деле к этому объекту относятся. Бывают просто такие случаи, когда у объектов указаны неверные характеристики, скажем, а у правообладателя они есть верные и подтверждены документально. А, например, какие характеристики? Ну, скажем, то же самое, что если указана неверная этажность, неверный материал стен, а у правообладателя есть материалы, которые именно, я говорю про материалы, то есть документы, которые подтверждают на самом деле текущую ситуацию, да, то есть он может обратиться к нам, заполнить эту декларацию, и мы уже на основании этого, то есть дальнейшую оценку будем проводить. Какие еще нюансы есть именно вот при определении кадастровой стоимости? Мы с вами говорили о том, что, во-первых, это именно характер работ, которые производятся, что это за помещение, для чего предназначено. Мы отталкиваемся от рыночной стоимости. Какие еще есть нюансы, именно моменты при определении кадастровой стоимости? Для того, чтобы вот наши телезрители понимали, для чего им нужна кадастровая стоимость. Ну, вообще, конечно, наши телезрители поймут тогда, когда к ним приходят платежки, да, то есть для чего кадастровая стоимость, они видят результат того, что определили мы, именно в платежках. Единственное, там, конечно... В каких платежках конкретно? Их приходит много. Налог на имущество. Он уже начал приходить. Да, он уже начал приходить. И земельный налог. То есть вот два вида налогов, которые определяются от кадастровой стоимости. Это касается именно физических лиц. У юридических лиц там немного другая ситуация, но в целом
для определенных категорий объектов тоже от кадастровой стоимости определяется. Но если говорить о физических лицах, то вот когда к ним приходит платежка, тогда они понимают, что такое кадастровая стоимость, как далека она. Единственное, надо учесть, что в платежках, которые присылает налоговая, там есть такое понятие, как налогооблагаемая база. Это наша кадастровая стоимость минус какой-то вычет. Понимаете? То есть там вычет установлен законом, и поэтому они видят не ту стоимость, которую мы определили, а немного измененную, уменьшенную, так скажем. А для того, чтобы понять, где, то есть какая кадастровая стоимость на самом деле, можно заказать справку о кадастровой стоимости. Насколько я помню, это бесплатно. Это предоставляет кадастровая палата. А что делать, если вдруг при определении кадастровой стоимости произошла ошибка? Что можно сделать в этом случае? Ну, вообще, конечно, когда вы видите в первую очередь то, что получилось, то есть именно видите нашу кадастровую стоимость, вы можете обратиться к нам. У нас законом предусмотрена для этого такая возможность, как запросить разъяснение об определении кадастровой стоимости. То есть правообладатель может, приложив документы о том, что это действительно его объект недвижимости, может обратиться к нам и запросить вот именно разъяснение о том, как была определена кадастровая стоимость, на основании каких факторов. То есть, скажем, правообладатель видит, что стоимость такая, обращается к нам, форма там не определена этого разъяснения. То есть он просто указывает кадастровый номер, подтверждает, что является собственником, ну, то есть правообладателем, да, может и арендатор быть. И мы предоставляем это разъяснение, в котором мы указываем, на основании какой информации мы определили эту кадастровую стоимость. Если же, получив это разъяснение, правообладатель видит, что факторы, которые использовались нами, неверны, там, мы, может быть, где-то допустили ошибку, у него есть возможность обратиться к нам повторно, указать, что мы допустили ошибку, что здесь использовались не те значения факторов. Ну и вот таким образом. А это уже второй вариант, то есть того, как можно эту стоимость исправить. Это вот именно правообладатель может подать заявление об исправлении ошибки. Данного рода заявление может подать не только правообладатель, кстати, это может быть любое лицо. То есть достаточно указать кадастровый номер объекта, но там надо заполнить обязательно форму, предусмотренную законом. То есть просто так мы, к сожалению, принять это не можем, заявление об исправлении ошибки. И вот после того, как к нам поступает эта форма, мы просматриваем ее на соответствие именно вот порядку, который нам установлен, да, мы рассматриваем, и уже, исходя из этого, мы принимаем решение исправить кадастровую стоимость или отказать в исправлении ошибки. Вот такая возможность есть. Как вместо кадастровой стоимости установить рыночную? Мы уже с вами частично, конечно, касательно этот вопрос поднимали, но сейчас, может быть, более конкретно. Ну, здесь видите, какая ситуация. С 1 января 2024 года у нас учреждение, наше бюджетное учреждение наделено полномочиями. То есть вот как раз по этой услуге к нам обращаются физические и юридические лица, заполнив заявление, предоставив отчет об определении кадастровой стоимости и подтвердив свои права. Мы рассматриваем это заявление. Если оно соответствует всем тем требованиям, которые вот установлены к этому заявлению, мы направляем извещение о том, что принимаем к рассмотрению. И в течение 30 дней мы рассматриваем само заявление, отчет, то есть проводим проверку того, насколько корректно была сделана эта оценка рыночной стоимости. У нас есть специалисты, которые этим занимаются. Параллельно мы проводим проверку того, насколько мы сами правильно сделали оценку. И после этого комиссия, уже наша комиссия, внутренняя комиссия, решает, установить кадастровый в размере рыночный или нет. У нас большой объем уже. С 1 января 2024 года больше 800 у нас заявлений есть. То есть в основном это, конечно, юридические лица, которые обращаются вот именно с таким заявлением об установлении кадастрового в размере рыночный. Еще вопрос. Вот нюансов много, и, как я вижу, и случаев, именно в которых возникают вопросы у жителей республики, наверное, тоже есть предостаточно. Расскажите, вот, где можно проконсультироваться, если вдруг
возник вопрос, который нужно бы решить, и вот есть какие-то непонятные моменты? Ну, у нас такой век, конечно, информационных технологий, поэтому я сразу рекомендую обратиться на наш сайт. Наш сайт — это btrb.ru, то есть там все услуги, которые мы оказываем, приводятся, и в том числе государственная кадастровая оценка полностью там раскрывается, то есть все наши услуги, которые мы оказываем, там же можно подать из заявления, образцы заявлений скачать, то есть все это можно сделать. И вот по услуге установления кадастровой стоимости в размере рыночной, там тоже есть раздел специальный, там все объясняется. Если же у человека возникают сложности с тем, чтобы обратиться там с помощью интернета, да, можно к нам в Уфе обратиться, то есть прямо подойти, Бессонова, 26А, это наш адрес, там, в принципе, проконсультируют. Рустам Азатович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали об особенностях такого понятия, как кадастровая стоимость, чем она отличается от рыночной. И если вдруг у телезрителей возникнут вопросы, то я думаю, что можно будет обратиться и на сайт, и офлайн консультацию. Спасибо огромное. Пожалуйста. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.